Изучению и сохранению остинского языка в нашей республике отводится большая роль. В 2023 году Министерством образования и науки реализован ряд соответствующих проектов. Подробнее о них мы поговорим с Ириной Накусовой. Ирина Ахсарбековна, добрый день. Добрый день. Ирина Ахсарбековна, недавно прошла Олимпиада по остинскому языку, она прошла впервые. Что можно сказать о ее итогах? Наверное, правильно будет сказать, что Олимпиада прошла не впервые, но впервые в этом году Министерством образования совместно с Северо-Остинским государственным университетом имени Косталя Ивановича Хитагурова проделана огромная работа в части введения Олимпиады по остинскому языку в федеральный перечень олимпиад по родным языкам. И действительно, это был очень сложный такой долгий путь, и в этом году у нас такая возможность провести в том числе и федеральный этап Олимпиады. То есть если раньше Олимпиада проводилась в 3 этапа: школьный, муниципальный, республиканский, то в этом году уже логическим продолжением и завершением будет федеральный этап. В федеральном этапе смогут принять участие обучающиеся 8-11 классов. Он будет у нас проходить в 2 тура. Вот сейчас стартовал у нас первый отборочный тур. Количество участников, к сожалению, нам пока неизвестно, но мы точно знаем, что это наши лучшие мотивированные детки. Это детки, которые из года в год становятся победителями и призерами нашей Олимпиады. И одномоментно с этим мы провели школьный этап Олимпиады. Для чего? Для того, чтобы победители и призеры уже этого этапа смогли максимально принять участие в федеральном этапе. Итоги федерального этапа отборочного будут подводиться уже сразу после Нового года, начиная с 11 января. Но к этому моменту уже создана у нас рабочая группа, которая будет разрабатывать олимпиадные задания именно для финального завершающего этапа Всероссийской Олимпиады. Конечно, в этих олимпиадных заданиях будет отражена программа, то есть программный материал обязательно, но в том числе и дополнительные материалы, то есть дети, которые знают остинский язык хорошо, которые читают литературу, которые дополнительно занимаются со своими учителями, уверенно, легко справятся и с... То есть в заданиях Олимпиады будут как задания из учебного курса школьного, так и дополнительно, да. Так и дополнительная литература. А какие писатели, ну, например, творчество каких писателей, например, нужно знать, чтобы победить в Олимпиаде? Абсолютно все те же писатели, которые у нас в программе. В учебной программе школьной, да? Программе, да, но может быть какие-то дополнительные материалы, но эти дополнительные материалы они также изучают в рамках уроков. То есть учитель дополнительно эти материалы обязательно дает. То есть ничего сложного не должно быть для тех, кто владеет языком и изучает его, да? Бывает сложный, но мы уверены, что детки справятся. То есть я же вам говорю, вот у нас есть дети, которые из года в год становятся победителями и призерами. То есть показывают достаточно такой хороший результат. И не только они принимают участие в олимпиадах по остинскому языку, но также и в конкурсах, и в других мероприятиях. Поэтому мы уверены, что результат будет. Конечно, мы будем этот результат наращивать из года в год. Будем работать и с нашими учителями, будем работать и с детками, и, конечно же, и с родительской общественностью. Но вот, озвучивая итоги школьного этапа, могу сказать, что в целом по республике самая массовая Олимпиада, общее количество участников достигло более 10 тысяч. Ничего себе! Общее количество по языку и по литературе. Такое вот большое количество детей приняли участие. Вот. Ну и дальше будет продолжена работа. Опять-таки, возвращаясь к Олимпиаде, что ждет победителей и призеров? Здесь мы обсуждали, какие льготы могут быть установлены дополнительно этим победителям и призерам. Встречались с проректором Северо-Остинского госуниверситета, встречались с деканами ряда факультетов. И я думаю, что до конца этого года анонсируем обязательно, какие дополнительные баллы будут установлены победителям и призерам федерального этапа. Замечательная новость. То есть баллы, которые суммируются к баллам при поступлении. Да.
Ну, здорово, Совершенно теперь у детей точно будет стимул. Мотивация. Да, поучаствовать в этой олимпиаде. Остинскому языку вообще уделяется большая роль в нашей республике, и детские сады не являются исключением. Вот как реализуется программа полилингвального образования в дошкольных учреждениях? Полилингвальная модель у нас реализуется на базе 96 детских садов. Это составляет 45% от общего числа. Мы, конечно же, мониторим, мы выезжаем, смотрим, что же у нас получается, какие трудности испытывают наши воспитатели, как реагируют и какие отзывы со стороны именно родителей. И что мы видим? Мы видим, что действительно на этом уровне, на уровне дошкольного образования эффективно реализуется эта модель. Во всех детских садах практически созданы все условия. Материальная база есть, техническая база есть национальные уголки, есть детские сады, где у нас очень хорошие мини-музеи. И самое важное, что в этих группах детки слышат с утра до вечера остинский язык. То есть мы знаем, что... То есть в детских садах созданы отдельные группы по изучению остинского языка, да? Да, это полилингвальная наша группа, где с детками с утра до вечера разговаривают на остинском языке. В том числе мы провели совершенно недавно мониторинг, изучали состояние преподавания остинского языка в дошкольных образовательных организациях и выявили, что практически во всех детских садах нашей республики дополнительно работают воспитатели по остинскому языку. То есть 3 раза в неделю, 2-3 раза в неделю эти воспитатели проводят занятия. Это уже во всех группах, не только в полилингвальных, это уже во всех группах, да, независимо от того, полилингвальная группа или обычная. Но продолжительность у нас тоже разная. Ну, от возраста это все зависит. Все условия, опять-таки, и программное обеспечение, и учебные материалы тоже абсолютно все разработаны, направлены. У нас есть центр полилингвального, поликультурного образования. Вот сотрудники этого центра систематически выезжают практически во все детские сады, работают адресно, оказывают методическую помощь, помогают. У нас в рамках взаимообучения проводятся такие открытые, хорошие семинары. Например, в этом году мы посещали открытые занятия, которые проводились в выпускных группах, и мы увидели, как детки владеют не только разговорным остинским языком, но в то же время вот мы увидели занятия по математике, которое прошло исключительно на остинском языке, занятия по окружающему миру. Все детки владеют терминами, великолепно считали и решали задачи, но это говорит о том, что действительно эта модель на уровне дошкольного образования у нас реализуется очень эффективно. И сейчас у нас в планах максимально охватить все детские сады, но там, где это возможно. Вот. И ставим вот такую задачу на новый учебный год. Что касается учебных пособий, хватает ли учебных пособий, художественной литературы в школах? На сегодняшний день абсолютно все школы у нас обеспечены учебными пособиями, но мы поставили перед собой такую очень важную задачу. В этом году мы совместно, опять-таки, с Центром полилингвального поликультурного образования разработали программы по остинскому языку, остинской литературе для всех уровней образования. Направили эти программы для проведения федеральной экспертизы, и впервые наши программы прошли экспертизу. Они у нас утверждены приказами Министерства образования. И, конечно же, наша задача разработать учебники в соответствии с этими новыми программами. Ирина Ахсарбековна, а что значит впервые прошли экспертизу? То есть раньше учебные пособия, которые вы использовали, они как бы были без экспертизы. Что это значит? Программы, которые рассчитаны на учебное пособие, они прошли у нас региональную экспертизу. Но мы поставили перед собой новые задачи. И мы прекрасно знаем, что у нас реализуются федеральные образовательные государственные стандарты, и в соответствии с этими стандартами нам необходимо было разработать такие программы, направить их для проведения экспертизы. И следующий шаг — это как раз-таки разработка учебников. Сейчас мы уже практически заканчиваем работу над рукописями учебников по остинской литературе для 5-11 классов. Это будут абсолютно
абсолютно новые учебники. Одномоментно мы работаем и совершенствуем те учебные пособия, которые у нас были по остинскому языку, тоже разработаны на кафедре ЮНЕСКО. Они используются в образовательном процессе. И мы нацелены направить также все эти учебники для проведения федеральной экспертизы и внесения их в федеральный перечень учебников. Это, конечно, процедура не краткосрочная, такая долгосрочная, затратная. Очень много требований предъявляется, большой порядок и к авторам, и к содержанию. Поэтому мы очень надеемся, что хотя бы учебники по остинской литературе пройдут экспертизу, будут внесены в федеральный перечень, и уже к новому учебному году мы сможем закупить новые учебники школы и направить уже их получат к ним доступ, да? Да. А чем они будут отличаться от старых учебников? То есть? На старые учебники они у нас были рассчитаны и на большее количество часов. Мы знаем, что с 2018 года 3 часа родного языка. 3 часа. Но если, наверное, сравнивать ситуацию с другими регионами, могу сказать, что мало кто может похвалиться тем, что оставили 3 часа на изучение родного языка. Но благодаря министру образования Элле Майрбековне Алибековой 3 часа сохранили. Это значит, что 2 часа в первом полугодии мы отводим на изучение остинского языка, 1 час на остинскую литературу, и во втором полугодии у нас все меняется. Поэтому наша задача разработать новые учебники в соответствии с новыми программами, с новыми требованиями. Конечно, они нуждались в какой-то доработке. Есть произведения современных авторов, которые необходимо внести в новую нашу программу, ну, что и было сделано. Также сейчас ведется работа и над разработкой нового учебника по истории Осетии. Уже перед министерством поставлены задачи, определены сроки, ведется работа в этом направлении. И мы также рассчитываем, что этот учебник, пока не будем загадывать, но мы надеемся, что тоже к новому учебному году уже учебник поступит также в наши школы. Кто будет авторами нового учебника? Мы сейчас это все определяем, но одним из авторов однозначно будет Бзаров Руслан Сулейманович. Да, это сейчас все в работе, все будет утверждаться, разрабатываться, но и потом анонсироваться. Одномоментно можем сказать, что планируем реализовать проект, то есть работаем уже над проектом, который предполагает проведение уроков истории Осетии в краеведческих музеях нашей республики. Руслан Сулейманович нам разработал уже тематику. В соответствии с этой тематикой определил музей, который находится не только у нас во Владикавказе, но и также во всех остальных районах нашей республики. И мы сейчас согласовываем все это с Министерством культуры, с университетом, с Институтом истории и археологии. И, конечно же, мы привлекаем к обсуждению и наших учителей истории. Планируем реализовать этот проект, и участниками проекта станут обучающиеся 10 классов. Очень интересный проект. Ну, раз уж вы упомянули как раз Институт истории и археологии, я знаю, что там по поручению Сергея Миняйла открыт Центр по изучению остинского языка. Расскажите подробнее, что это за центр? Центр открыт действительно на базе Института истории и археологии. Назначен руководитель. Руководителем является Куцуева Анжела Федоровна. Ее имя известно в нашей республике. Она очень долгое время проработала на факультете остинского языка университета, возглавляла, была деканом. Сейчас она назначена руководителем этого центра. Это научный центр или учебный? Он должен консолидировать абсолютно все, и научную составляющую, и учебную составляющую. Но очень много задач поставлено перед центром. Сейчас мы подготовили положение, приняли это положение, создаем условия для работы, то есть это материально-техническая база, и набираем кадры, то есть мы заинтересованы в самых лучших кадрах для того, чтобы этот центр заявил о себе, работал. На самом деле он создан очень своевременно, потому что очень много вопросов, и благодаря центру мы надеемся, что ряд вопросов и ряд проблем, они будут просто сняты.
Поэтому, Например, какие вопросы позволят решить этот ну, центр? в первую очередь они сейчас занимаются учебниками. Они готовят вот эти учебники, работают с авторами, работают напрямую и с нами, с Министерством образования, с издательством. Но, то есть вот наша первая и самая главная задача – это разработать учебники и внести их в федеральный перечень. Да. Глобальный диктант по астинскому языку написали около 7000 человек. Что вы можете сказать об его итогах? Здесь ежегодно мы проводим эту акцию, но наблюдаем, что количество участников из года в год растет, и это очень отрадно отметить. В этом году не 7000, а более 7000 приняло участие в нашем мероприятии. Это жители не только нашей республики, но и астино проживающие в Кабардино-Балкарской республике, в Карачаево-Черкесской республике, в Ростовской области, в Волгоградской области, в Москве, Санкт-Петербурге и многих других районах. Самому младшему участнику в этом году было 10 лет, самому старшему было немножечко больше, чем 80 лет, то есть за 80 лет. И активно приняли участие и студенты, и абсолютно, я знаю, даже писали семьями. Писали практически во всех министерствах, во всех управлениях образованиях. Абсолютно все общественные организации в том числе поддержали наше мероприятие и ежегодно активно принимают участие. Вот. Но мы знаем, что ежегодно проводится еще и большой этнографический диктант в рамках празднования Дня народного единства. Да, мы его тоже проходили. Да. Здесь региональная часть вопросов нам ежегодно разрабатывает тоже Бзаров, Руслан Сулейманович. Интересные очень бывают вопросы. Вопросы интересные, но почему-то вот с сотрудниками проходили, просто из интереса, конечно. И нам сначала попались вопросы по Башкирии. То есть, ну, был такой момент. Мы провалили этот диктант, но когда уже... У вас была возможность еще раз зайти на сайт? Да, мы еще раз зашли на сайт, и тогда уже появились вопросы, связанные с Северной Осетией. И тут уже, конечно... Был небольшой сбой, наверное, это было связано с тем, что максимальное количество участников было. Да, мы, кстати, не с первого раза смогли написать, то есть мы зашли, когда на сайт, там было написано то, что сайт не может загрузиться, потому что очень большое количество людей сейчас проходят этот тест. Тем не менее, более 20 тысяч жителей республики приняли участие и в большом этнографическом диктанте. Но мы проводим очень много мероприятий, наверное, назову еще такие ключевые. Это конкурсы чтецов для обучающихся школ. Здесь у нас конкурс «Родной язык подобен матери» и «Мастер астинского художественного слова». И если в первом конкурсе у нас принимают участие победители муниципальных этапов и общее количество участников, ну, у нас до 100 человек бывает, потому что в очном формате проводится, то вот второй конкурс у нас проводится в онлайн-формате. И здесь количество участников в этом году превысило 1500 человек. Конечно, бывает очень сложно выбрать, комиссия и наше жюри все время настаивают на том, чтобы количество первых, вторых мест было всегда увеличено. Мы идем навстречу. И также у нас проводится конкурс отдельно для воспитанников дошкольных образовательных организаций Иерофидон. И здесь тоже у нас великолепные инсценировки готовят наши детки. Но и набирает популярность у нас этнокультурная смена, которую мы проводим второй год подряд в рамках оздоровительных вот этих вот смен. Второй год подряд. При санаториях, да? При санаториях, да. Вот в этом году мы его провели на базе санатория Осетии. Участниками этой смены у нас стали как раз-таки победители наших конкурсов, победители-призеры. И победители и призеры Олимпиады. Но общий охват составил 60 человек. Для этих смен специально мы разработали программу. Программа включала проведение разных кружков, в том числе и языковые кружки проводились, хореография, театральная, но всевозможные встречи с известными деятелями искусства, культуры, науки, посещение музеев. Очень-очень много мероприятий. И самое главное, все воспитатели, работники этой смены, они также владели
осетинским языком. То есть практически все дети погрузились в осетинский язык. Ну, вообще в 2023 году, в год педагога и наставника, очень много мероприятий прошло, и связанных именно с осетинским языком, и даже федеральных мероприятий, как, например, там конкурс на лучшего воспитателя родного языка, да, прошел у нас в республике, федеральный конкурс. А что у вас запланировано на 2024 год? Мы поставили такие очень серьезные задачи. Необходимо обратить внимание и на содержательную часть, поэтому мы нацелены сейчас выезжать в районы, посещать уроки, работать с нашими педагогами. Мы понимаем, что есть проблема. Очень многое делается, но, к сожалению, качество владения осетинским языком детей оставляет желать лучшего. Так вот, мы хотим понять, какие меры еще дополнительно необходимо принять для того, чтобы вот у нас была динамика в лучшую сторону. Но вот мы планируем проведение вот этих уроков истории в краеведческих музеях. Мы также планируем вот проведение федерального этапа Олимпиады. Также планируем проведение всех наших конкурсных моментов, о которых мы говорили. И планируем открытие профильных, предпрофильных классов, но это тоже надо все согласовывать и с районами, и с образовательными организациями. Вот, ну, в принципе, вот такие вот задачи поставлены перед нами. Я думаю, что следующий год тоже будет не менее результативный. В части профессиональных педагогических конкурсов хотела озвучить, почему провели у нас вот федеральный этап конкурсов. Да потому что учитель осетинского языка Аланской гимназии Яна Бекуева стала абсолютным победителем первого всероссийского конкурса учителей это мы все языков. Помним, конечно. И сейчас, вот, когда мы проводили этот конкурс, все отмечали тот опыт, который у нас есть, и хотели окунуться и посмотреть работу и детских садов, в том числе школ, но это очень важно. Ежегодно к нам приезжает очень много делегаций из Чеченской республики, из Башкирской республики, из Кабардино-Балкарской республики, тоже вот с целью изучения нашего опыта. Совершенно недавно министр образования делегировала меня в Республику Башкортостан, чтобы изучить и их опыт, чтобы здесь у нас в республике мы могли тоже реализовать вот то лучшее, что есть в других регионах. Поэтому задачи вот такие поставлены, будем реализовывать. Я не сомневаюсь, что в 2024 году у нас будет много позитивных инфоповодов, о чем стоит написать и рассказать. Не сомневаюсь в этом. Спасибо, что пришли.